Сбежать хочет от меня. Я сел посередине вольера. Добрый день, дорогие друзья. У нас, как обычно, ежедневная уборка в вольерах. Вот у нас такое только с Фурией общение. Она буквально в 1,5 метра, в 2 от меня. Но ей очень некомфортно. Она максимальный дискомфорт ощущает. У нее начинают слюни течь от каждого моего вздоха, движения, голоса. Она вздрагивает и хочет выйти, как видите. Смотрите, сейчас ногу поправлю. Вот она и бьется, и бедная. А Акела тоже хочет порешать что-то, не поймет, что происходит. Ой, какая красивая Фурия ты. Видите, у нее пена аж идет со рта. Поэтому я стараюсь к ней вообще часто не заходить и не подходить. Но когда захожу и подхожу, у него такое поведение. Спровоцировано это тем, не то, что там ее, как говорят, там бывший хозяин там бил или еще что-то, нет. Это, возможно такое, но это исключено, скорее всего, потому что она пришла у нас, точнее, она пришла тому человеку уже в 4 месяца. Это уже взрослый сформированный волк 4 месяца. Тем более она жила с отцом и с матерью, с волком и волчицей арктической в зоопарке до 4 месяцев. Это все, это дикаши, дикие волки. И такого волка приручить, вот только вот как видели, если подойти там, облизать руку, максимум, что она может, ее погладить, как-то взять на руки, как, например, Арию беру или братиша, этого уже невозможно будет. Хоть что там говорите, делайте, я знаю лучше. И ее приручить уже невозможно. Тем более она потом ушла на перепродажу, как я вам говорил, к человеку. И она у него засиделась до 3 лет. И после 3 лет она попала ко мне. И, естественно, она дикашка. Дикашка, может, как-то грубо, дикая. Это типичное поведение волка. Дикого волка взять с лесу, такое же будет поведение у него. Тем более это самка, они всего остерегаются. Сейчас я поправлюсь, видите, хоп, сразу начинает. Что ты, Фурия? И все, и потом она ко мне попала, и я показал сразу, что я ее не боюсь. И в принципе никакой что я опасности не несу, тоже ей показал, но у нее сформировалось мышление, мнение, помимо того, что она и так дикая, что я здесь имею вес, скорее всего, и поэтому у нее такое поведение. Она же чувствует на генетическом уровне Акелу, братиша, всех остальных животных. Помимо этого, ее жизни, то, что она в зоопарке прожила 4 месяца, то, что у человека тоже там не занимались ей ни социализацией, ничем. Хотя там уже бесполезно заниматься социализацией. Про братиша не спрашивайте, братиш жил там с 3 недель у людей, поэтому он такой более-менее адекватный. И то сейчас у него ломается поведение. Помимо всего этого, она еще чувствует меня, она видит всех зверей, как кто ко мне относится и как кто реагирует. Плюс я зашел, не побоялся ее, показал сразу ей. Лучше пусть так было, чем я не зашел, боялся, опасался, и она потом бы кидалась на меня. Лучше так чем она бы кидалась на меня, чтобы никто не смог бы и не зайти, и не помыть вольеры, не накормить, не перенести. Она, видите, хочет сбежать уже. Поэтому я выбрал такую позицию изначально с ней. Но постараюсь что-нибудь сделать, но это нереально, это просто невозможно в моем случае. Закончилась память на телефоне, поэтому оборвалось. В принципе,
Что, будем работать, смотреть, но это уже бесполезно. Сформированная взрослая волчица. Она вот к девушкам более-менее относится. И то некоторых сожрать хочет, которые приходят. Они тоже хитрые. Очень хитрые. Волки. Могут дать пару раз, чтобы себя там погладили, а потом схватить в нужный подходящий момент. Они же с собаками тоже, которых режут в деревнях. Они их подзывают, играются с ними, ластятся там к ним, а потом засаду им делают и режут их. Вот поэтому я и против того, чтобы псували ей руки, девушки даже, которых она облизывает, потому что это очень опасно. Очень опасно. Кто бы что там ни говорил, потом как схватит артерию, вену порежет, и все. И будет потом плакаться мне здесь, что так и так. Мы же не знали, а ты нам не говорил. Но я всех предупреждал. Поэтому никому руки я не разрешаю, запрещаю сюда сувать. Потому что это очень опасно. Фурия, ты чего, девочка? Не, сиди, ты чего? Ну прекращай. Прекращай, Фурия, ты чего? Зайчик, побегайчик. Красавица. Но не переживай ты так. Смотрите на ее когти, как дракон, динозавр. Скоро к Келли пойдешь, скоро. Потерпи. Короче, пришлось порешать сейчас, братишон. Че надо? Иди отсюда. Даже с тобой общаться не хочу. Посмотрите на него. Он мне за руку, вся синяя. Начал нападать на меня. Прям по-настоящему. Посмотрите, что сейчас делает. Извиняется. Пришлось зажать его сильно. Как ни в чем не бывало. Братиш! Совсем обнаглел. Пришлось его прям задавить нормально. А то вообще капец, прям кидаться на меня начал. В горло целиться, нападать. Пришлось все утихомирить. Что? Что? А? Офигел совсем уже. Ну, Акела мне не доводилось так его зажимать, как этого. Этот что-то вообще... Ну, Акела так и... Прям так не борзел. Этот что-то вообще... Прям теряется. О, посмотрите, какой синяк остался. У меня обычно вообще синяков нет. Но вот братиш оставил мне гематому. Нервничает он. Воды пьет теперь. Капец вообще. Можете, кость мне выбил. Прям начал меня прям вшатывать конкретно. Братиш, иди сюда. Пойдем мириться. Давай камеру куда-нибудь поставим сейчас. Надо помириться с тобой. Елки-палки.
так вот. Иди сюда, братиш, иди ко мне. Иди сюда. Братиш, иди сюда. Иди сюда. Ты что сюда? Ну ты что сюда ходишь? А? Не надо себя вести, иди сюда. Ай, умка, больно. Вот так, друзья, с волками не так просто, как все думают. Это уже братиша. Посмотрите, друзья, весь грязный, память закончилась. На телефоне сейчас поудалял. Братиш, иди сюда, братиш. Братиш, иди сюда. Идем сюда. Иди. Иди ко мне. Идем. Иди сюда. Иди сюда. Пришлось с ним прям бороться конкретно. Я говорю, он меня в угол зажал. И прям начал все, хвост поднял и начал все, тактика нападения конкретно. И я говорю, там, я не знаю, не дадут соврать. Они не дадут соврать, что тут крики были, капец, я его успокаивал. Не, иди сюда, братиш, иди ко мне. Не мог его остановить, потому что он все тактику выбрал, нападение. И умка еще тут как тут, и мне пришлось прям защищаться от него. И где-то он получил хорошо, потому что начал нападать прям конкретно нападать. Я не успел выскочить, потому что выход там был, а я вот здесь стоял, вот за прудом. И он меня начал прям атаковать и не давать, он вот здесь кружить прям начал. Делать такую, не петлю, а полурадугу. Раз, два, раз, я хочу туда дернуться, он не дает. Я начинаю оббегать его, он начинает сильно прям раз в глотку мне, прям в глотку, конкретно. Братиш, не надо, нет, иди сюда. Все, давай будем дружить с тобой, давай. А, братишка, не надо, я с Акилой никогда так не У меня вот первый раз такой, чтобы я вот так вот волка сжал, прижал, начал его прям душить, потому что он меня чуть не сожрал. И все, сразу изменился в поведении. Вот теперь он это запомнит, этот случай, и возможно, невозможно, а при первой возможности захочет мне в глотку вцепиться, будет теперь контролировать, когда я больной, когда у меня будет что-то болеть. Это все, это теперь полный контроль, потому что я с ним очень грубо поступил. Ну, потому что он начал на меня нападать. Просто вот ни с того, ни с сего. Я стоял, я начал играться с Арией, и он вот так подошел и просто хвост поднял и начал прям, просто без причин начал нападать на меня. Синяк теперь будет. Да, тише. Умничка, иди. Мы поиграем сегодня. Ты чё? Снежно, да? Ты зубастый. У меня теперь рука болит. И голова теперь после тебя болит. Друзья, зашел братишу сейчас ночью.
спустя часа 4, наверное. Посмотрите, как он меня сейчас встречает. Всего облизал. И Умка, идите, вы все скучаете за мной, да? Идите сюда. Братиш, иди ко мне. Братиш. Рука, конечно, опухла. И прям, эй, не надо прыгать. Прям сильно опухла. Не знаю, может быть, сломал я здесь кость. Да, ты, заразка такая. А, тебя в лес надо брать, а тебя застрелят там, если увидят. Братиш. Умка, ты будешь со мной играть, нет? Сегодня дал им козьего молочка утром с кормом вместе, с перепелиными яйцами. Вот так все перемешал. И дал всем покушать. Все покушали вдоволь. И Братиш, и Ария, и Умка. Братиш. Не хочешь подходить, сейчас подойдет. Посмотрим, идет. У нас запись. Идет. Иди сюда, братиш, иди ко мне, вы посмотрите, как он идет ко мне, иди сюда. Что ты, не рычишь больше, а? Не рычишь больше? А? Все, мы с тобой дружим? Всего меня. Вот надо было, да, поконфликтовать с тобой, а? Чтобы ты потом себя так вел, а? Ты мог сразу так себя вести, а? Пришлось кость себе сломать, да, чтобы с тобой вот так. Ага, ну иди сюда, ну идите сюда, иди сюда. Братишка, нет, я тебя не хотел обижать. Умка, иди сюда. Давай, оба. Капец ты здоровый, братуш, куда ты лезешь? Ага, здоровен. А? Ой, Умка, отхватишься у меня. Ай, да. Это ты чё? Все, мы с тобой дружим. Обычно заходил, рычал на меня, а сейчас вон. Так, мы, наверное, ушли от камер, да? Умка, Ума. Братиш, Умка, ай, Умка. Ай, братишка. Ай, братишка. Ай, заяц. Вот так. Нежимся, да? Нежимся. Да, братишка. Друг друга сегодня побили. Чисто бой был. Да? Гладиаторский. Пришлось нам. Я защищался, чисто в защиту стал. Я ничего лишнего себе не позволял. Ария, что у тебя? Потому что уже матереет. Матереешь, да? Красавец, шелковый. Ну, кайся. Понежились с тобой, да, братишка, понежились. Умка, айда сюда. Давай, братишка. Давай, его возьмем на ручки, стоп. Ай, на ручки возьмем тебя. И не таскайте. Ай, братиш, уйди.
Эй, как какой? Братиш, ну аккуратней, да, я с ним поиграюсь, братиш. Ага, с этим, ох, какой. Шерсть такая, прям как у волка. Так, это, братишка, ну ему больно. Дай его, дуй его, дуй его, дуй его. Ай, ну тебе помочь, ай, тебе помочь, тебе. Ай, помочь, ай. Братиш, зарастаешь, а? Ну, какие лапы у тебя, конечно, мощно. А ты, Надя, тоже для полугода хорошая. 7 месяцев будет. Да, 7 месяцев будет. Ты вся грязная. Вон аж рыжая стала. Рыжая стала. Ай, умка, кусака. Ах ты в лицо. Куда в лицо? Куда в лицо? Ну все, спокойной ночи. Поигрался с вами. Хватит. Ария, ты чё? Схватили Арктику, схватили Арктику. Давайте проверим, может ничего не записывает. Записывает.